Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Политики Северной Осетии вновь выходят в свет. Свою работу возобновил проект «Открытое правительство». На вопросы журналистов ответил министр образования и науки республики Алан Угоев. Во Владикавказе написали глобальный диктант по остинскому языку. Мероприятие в регионе проходит уже в 3-й раз. В диктанте приняли участие представители остинских диаспор из разных стран мира. Во Владикавказе стартовал фестиваль «Танец дружбы». В течение 5 дней на сцене Остинского театра выступят творческие коллективы не только России, но дальнего и ближнего зарубежья. Эти и другие темы далее подробно. Ближе к концу учебного года вопросов по разъяснению единого государственного экзамена становится больше. Разъяснение сегодня в рамках проекта «Открытое правительство» дал министр образования и науки Северной Осетии Алан Угоев. ЕГЭ стартует с 25 мая и продлится до 26 июня. Сроки в этом году сократили. Теперь у абитуриентов будет больше времени на подготовку к поступлению в вуз. Госэкзамен должны сдать свыше 6 тысяч выпускников. Стоит отметить, что в этом году математику школьники будут сдавать по 2 уровням. Первый – упрощенный. Он для тех учеников, кому этот предмет в будущем не понадобится. Второй – профильный. Таким ребятам высокий балл по математике необходим при поступлении. Уже проведена досрочный этап единого государственного экзамена, в котором приняло 128 человек. При этом, перед тем, как начать досрочную волну, в рамках плана мероприятий в республике было проведено тренировочное тестирование для всех 11-классников по 5 предметам, в котором приняли самое массовое, это по русскому языку, около 5000 учеников. В целом мы констатируем, что мы подготовились и подошли более ответственно в этом году, нежели в прошлом. И надеемся, что результаты у нас будут соответствующие. Еще один важный вопрос – оплата труда учителей. Сейчас многие преподаватели недовольны своей зарплатой. Есть и такие, кто не понимает сам принцип начисления. Учителя вынуждены брать сверхурочную работу, чтобы получить стимулирующую надбавку. Министр отметил, что соответствующий фонд есть в каждой школе, и распределением средств занимается администрация района. Как он распределяется и, кто получает стимулирующий, а кто не получает, это вопрос уже внутреннего регулирования, и органы управления образования районов непосредственно компетентны контролировать этот процесс. Соответственно, при получении сигналов о неправомерности данного нарушения отдел надзора и контроля Министерства образования выходит с проверкой и уже устраняют те нарушения, которые выявляются в ходе данных мероприятий. Журналисты также спросили министра об очередях в детские сады. В республике такая проблема до сих пор существует. Алан Угоев отметил, что в этом году в дошкольные учреждения планируется устроить более 3000 детей. Это сократит очереди в несколько раз. Елена Черенкова, Заур Цеов, Осетия ТВ. Школьники и студенты, общественные деятели и филологи, даже пенсионеры пришли сегодня в зал ЮНЕСКО Северо-Осетинского госуниверситета, чтобы написать диктант на осетинском языке. Вместе с подругой уже во 2-й раз решила поучаствовать в таком важном событии 80-летняя Аза Габанова. На одном языке, на остинском языке. Я все свои дела отложила в сторону и вызвала такси и приехала сюда. Я вспомнила свои молодые годы, и мне очень хотелось проверить свои знания, свои способности. Я могу еще писать, я могу еще свой родной язык знать. Не забыла ли? Я очень люблю свой родной язык, и поэтому я с большой радостью написала. И где-то через 2 месяца Перед написанием диктанта гимн Северной Осетии в знак особого уважения к родному языку, государственной значимости, сохранения национальной самобытности. Текстом для глобального диктанта 2015 выбрано произведение народного писателя Нафид Джусойта, который в этом году отмечает свой 90-летний юбилей. В роли диктора народный артист Северной Осетии Алан Албегов. Как в Осетии написали глобальный диктант на родном языке, станет известно чуть позже. Предстоит проверить немало работ. В этом году желающих испытать себя оказалось еще больше, чем в предыдущих – около 300 человек. О глобальном диктанте я узнала от своей учительницы, и я решила проверить себя. И мы пришли с одноклассниками и решили написать. Текст был не очень сложный, но все равно было интересно.
Стало доброй традицией, что диктант пишут накануне ежегодного Дня осетинского языка и литературы. В режиме онлайн осетины всего мира могли наблюдать трансляцию в интернете. Особо отмечу поддельный интерес со стороны студенчества, молодежи. Очень много было школьников из Владикавказа, из пединститута, из университета. Это все очень приятно, потому что мы стараемся делать все для того, чтобы сохранить и поддерживать свой родной язык, чтобы молодежь умела разговаривать, общаться на своем языке. Окончательные итоги будут размещены на сайте Министерства образования и науки Северной Осетии. В ведомстве рассчитывают, что с каждым годом они будут лучше, а количество участников глобального диктанта будет увеличиваться. Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ. Севкавказэнерго поздравила ветеранов с Днем Победы. Северная Осетия принимает участие в акции, организованной гарант-поставщиками из КФО и Калмыкии. Спасибо деду за победу, заплати за ветерана. Несмотря на то, что празднование 9 мая уже завершилось, о ветеранах не забудут. Энергосбытовые компании Северного Кавказа, в числе которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, заплатят за электроэнергию, потребленную ветеранами Великой Отечественной войны в мае юбилейного года. Успехов в вашей, могу сказать, огромной работе. Вы сегодня прислали своих работников к нам в Дурдур. Сделали нам большое уважение, нам, участникам Великой Отечественной войны. За это вам спасибо. В едином танце к миру и добру. Под таким девизом во Владикавказе стартовал 5-й юбилейный международный фестиваль «Танцевальное шоу Кавказа. Танец дружбы». На сцене Остинского театра за 5 дней выступят свыше 600 участников. Здесь собрались танцевальные коллективы не только России, но дальнего и ближнего зарубежья. Это Татарстан, Казахстан, а также Израиль. Зрителей ждут необычайные и яркие выступления. Впервые фестиваль прошел во Владикавказе в 2011 году. С того дня география праздника только расширяется. В администрации Владикавказа надеются, что он станет своеобразным мостом дружбы между детьми разных национальностей. Я хотел бы от имени главы республики, от имени администрации города, депутатов собрания, представителей, от всех жителей поздравить вас с этим праздником, поприветствовать всех участников, многочисленных участников, членов жюри, очень представительных членов жюри, поблагодарить, что они нашли возможность приехать на наш праздник и всех поздравить с открытием фестиваля. Ребята очень волнуются. Некоторые из них участвуют в фестивале не первый раз. В прошлом году, например, ансамбль «Молодость Осетии» завоевал 2-е место. Верят, что удача не обойдет их стороной и сейчас. Для нас огромная честь выступать на этом фестивале. Мы очень долго готовились к этому. Все очень дружные ребята, мы подружились. Мы приобретем много новых друзей, узнаем много нового с разных республик, стран. В день открытия зрителей удивило красочное театрализованное представление, посвященное празднику 70-летия Победы. После завораживающего танца на сцену поднялись ветераны. Зрители с восторгом и благодарностью стоя приветствовали фронтовиков. Мы желаем вам, участникам международного фестиваля «Танец дружбы», желаем, чтобы вы овладели мастерством танца, вы стали добрыми, счастливыми людьми своего Отечества. С каждым годом крепнут добрососедские отношения. Это еще раз подтверждает, что у творчества нет границ. Его ценность заключается в том, что в ходе фестиваля мы формируем не просто общество людей, которые объединены танцем. Мы даем возможность познакомиться нашему будущему поколению с теми, кто их окружает. И завтра этим людям строить нашу Родину. В финале фестиваля 14 мая на площади Свободы состоится большой гала-концерт для жителей республики. В нем примут участие все конкурсанты, а завершится все действо праздничным фейерверком. Елена Черенкова, Дзераса Багаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Мурат Гасиев продолжает делиться опытом. На этот раз он посетил бойцовский клуб «Колизей». В зале систематически тренируются до 60 человек. Несколько аскетичный стиль борьбы поддерживает не менее брутальное оформление зала. Боксеру есть чему научить ребят. Мурат Гасиев отдельно отметил профессионализм тренера, работающего с молодыми бойцами клуба смешанных единоборств «Колизей». Впервые присутствую в этом зале, познакомился с их тренером.
очень грамотный специалист, очень обученный. Ребята тоже здесь очень талантливые. Я думаю, у них большое будущее. Ребята только начинают тренироваться, учатся, узнают что-то новое. Я тоже им пытаюсь давать какие-то комбинации, какие-то связки. И для них, я думаю, они будут очень полезны. Это далеко не последний мастер-класс титулованного боксера. Уже завтра Мурат Гасиев будет работать с юными мастерами рукопашного боя и джиу-джитсу. Фатима Дзываева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.